Здравствуйте! В эфире «День в истории». Мы представим вашему вниманию информацию о событиях, произошедших в день 5 февраля в нашей истории. 5 февраля 1955 года писатель, новеллист Михаил Лакербай был освобожден. Во время Великой Отечественной войны он ушел добровольцем на фронт, попал в плен. Уже после окончания войны в 1947 году, как бывший военнопленный, был несправедливо обвинен в измене родине и сослан в Воркуту. Юрист по образованию Михаил Лакербай по просьбе заключенных, находящихся в таком же положении, что и он, писал жалобы, которые убедительно доказывали их невиновность. Благодаря Михаилу Лакербай дела многих заключенных были пересмотрены, для них восторжествовала правда. Без вины виноватый Михаил Лакербай после 8 лет лагерей был освобожден. Больше, чем освобождению, писатель радовался реабилитации. Из-за неустановления виновности он был полностью оправдан. 5 февраля 1979 года Сухумский педагогический институт имени Горького был преобразован в Абхазский государственный университет. Ректором университета был назначен академик Зураб Вианорович Анчабадзе, который сыграл выдающуюся роль в создании Абхазского государственного университета. Разрешите мне от имени ректората, партийной организации, всех общественных организаций нашего вуза горячо и сердечно поздравить вас с наступившим новым учебным годом. Особенно по традиции я хочу горячо поздравить от имени всего нашего коллектива новое пополнение нашего вуза в лице вчерашних абитуриентов, а сегодня полноправных студентов дневного, вечернего и заочного отделения нашего университета. 5 февраля 2004 года в Сухуми презентовали абхазские аудиодневники. Этот проект состоялся благодаря поддержке, осуществляемой британской организацией «Ресурсы примирения». В диск вошли 14 лучших аудиодневников, записанных без участия журналистов. Представитель организации «Ресурсы примирения» Рэйчел Клок отметила, что благодаря этому проекту у людей есть возможность высказываться открыто, а люди вне Абхазии могут ближе познакомиться с тем, чем живет сегодня абхазское общество. 5 февраля 2008 года главный винодел Абхазии Николай Ачба объявлен бизнесменом 2007 года. Общественная организация предпринимателей Абхазии «Бизнес-клуб Сухум» объявила в 2007 году конкурс среди абхазских предпринимателей. Мы рассматривали более 50 кандидатур. Вот в результате такого очень бурного обсуждения, очень скрупулезного обсуждения было принято решение присвоить звание «Бизнесмен года» Ачба Николаю. Это генеральному директору фирмы «Вина и воды Абхазии». Действительно, эта фирма за прошлый год перенесла много трудностей, и благодаря целенаправленной работе ее руководства и всего коллектива удалось, в общем-то, наладить производство абхазских вин для внешнего рынка. 5 февраля 2009 года генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун рекомендовал Совету Безопасности сохранить миссию ООН по наблюдению в зоне грузино-абхазского конфликта. Миссия ООН, которая действовала с 1993 года как в Грузии, так и в Абхазии, в последней резолюции Совбеза в октябре 2008 года названа «Миссия ООН без географического определения». После признания России независимости Абхазии Сухум заявил, что миссия ООН в ее нынешнем виде больше не может именоваться миссией ООН в Грузии. 5 февраля 1870 года родился Алексей Гамисония, ученый-лесовод. Работал по своей специальности в Преамурье, Туркестанском крае и Екатеринодаре. С установлением советской власти в Абхазии Алексей Васильевич возвращается на родину. По его плану был сооружен Самовзаканский водоотводный канал, и воды Ингура пошли на орошение крестьянских земель. В связи с сооружением Ткварчальского каменно-угольного предприятия Алексей Гамисония проводит работу по таксационному обследованию Ткварчальской лесной дачи. Ученый проводил работы по выращиванию семян лимонника китайского, ореха маньчжурского. Результаты его научных исследований были опубликованы в журнале «Наука и жизнь».
5 февраля 1949 года родился Игорь Ахба, юрист, первый чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации, выпускник юридического факультета МГУ, один из основателей общества абхазской культуры «Нарта», газеты и воскресной школы в Москве. С 1992 года занимал пост полномочного представителя Абхазии в России. 16 января 2009 года в Александровском зале Большого Кремлевского дворца Игорь Ахба вручил верительные грамоты президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву. А сейчас о некоторых событиях, произошедших 5 февраля в мировой истории. 5 февраля 1783 года в Италии началось сильнейшее землетрясение, одно из самых длительных в истории. 5 февраля 1912 года открылась первая выставка общества художников-авангардистов «Бубновый валет». 5 февраля 1928 года впервые искусственным путем получен витамин D. 5 февраля 1960 года было принято решение об основании в Москве Университета дружбы народов. 5 февраля 1982 года в Колумбии арестовано рекордное количество наркодельцов – 495 человек и конфисковано 95 кораблей. 5 февраля – Международный день безопасного интернета. И в заключение выпуска информация о погоде. За последние 10 лет в день 5 февраля самая высокая температура была зафиксирована в 2013 году. Это плюс 14 градусов. Самая же низкая температура плюс 3 градуса в 2014 году. Это вся информация, которой мы хотели поделиться с вами сегодня. Всего доброго. Увидимся завтра на канале Абаза ТВ.